Уважаемые жители Республики Коми, добрый день. Хочу сразу сказать, что сегодня 30 апреля, и мы понимаем, что у нас действовал указ предыдущий о повышенной готовности. Но, как я и говорил, и об этом сказал президент России Владимир Владимирович Путин, о том, что мы продлеваем повышенную готовность до 11 мая. Поэтому сегодня я указ подпишу, который продлевает повышенную готовность именно до 11 мая. А дальше, как и сказал президент, будет разработан критерий по каждому субъекту, и в том числе по Республике Коми, где будет определено дальше последовательный выход из ситуации повышенной готовности. Что касается по цифрам, по эпидемиологии, сегодня у нас подтверждено лабораторно заболеванием коронавирусом 621 человек. Прирост за сутки составил 10 случаев. И под медицинским наблюдением находится 3773 человека. Выздоровело 64 человека. У нас идет активная подготовка медицинского персонала. Я вам говорил, что мы нисколько не расслабляемся, мы наращиваем свои возможности, и не только дополнительными койками, и не только дополнительным оборудованием, но еще и, что очень важно, мы готовим дополнительный персонал. Вот по цифрам мы на сегодняшний день провели профессиональную переподготовку студентов-медиков, и на днях 44 студента Сыктывкарского медколледжа закончат ускоренные курсы повышения квалификации, которые позволят им работать с коронавирусными пациентами. Конечно, это понятно, что это ускоренные выпуски, вот действительно аналогия с теми ускоренными выпусками командиров, когда люди шли прямо после ускоренного выпуска на фронт, так и здесь, по сути, идут на передовую, в том числе и в красную зону, но при этом, конечно, у нас каждому такому молодому, быстрого выпуска специалисту представлен наставник. После майских праздников приступят к обучению еще 70 человек, которые закончат такую переподготовку в Ухте. Это касается студентов средних колледжей, средних медицинских учреждений медобразования и 135 студентов вузов точно так же уже прошли переподготовку и начали работать в должности в медучреждениях республики, а студенты младших курсов мединститутов начали работу свою в качестве волонтеров и тоже выполняют посильную работу, которая сегодня крайне необходима. Я хочу поблагодарить всех этих ребят и девчат, которые откликнулись на наш призыв, все как один прошли такую переподготовку и встали на передний край для того, чтобы и помогать как волонтеры, и для того, чтобы оказывать уже медицинскую помощь в качестве медицинских братьев, сестер и помощников врачей. Сегодня, 30 апреля, в Республике Коми начинается пожароопасный сезон. Учитывая, что мы все-таки с вами расширили режим самоизоляции, и этот режим самоизоляции может быть на дачных участках, за городом, прошу категорически, просто требую соблюдать требования пожарной безопасности. Конечно, если вы проводите на своем дачном участке какие-то работы по сжиганию мусора, то делайте это опять же с требованием безопасности, при том, что погода будет сухая, теплая, ветреная. И ни в коем случае, если вы вышли в лес, не разводите костры в лесу. Вот поскольку мы заговорили с вами о пожарах, вернее о том, чтобы они не произошли, у нас сегодня праздник как раз работников пожарной охраны, и от всей души их с этим поздравляем.
Это люди отважные, это люди самоотверженные, они приходят по первому вашему зову, причем часто с риском для жизни, поэтому давайте пожелаем им сегодня как можно более спокойных дежурств и как можно менее проявлять вот этот риск, тем более, как правило, они тоже рискуют жизнью и зачастую, к сожалению, гибнут. Поэтому пусть вся их работа строится на профилактике и с минимальным риском для их жизни. Поскольку мы заговорили о дачах, о выезде, с завтрашнего дня я понимаю, что это уже достаточно серьезная мера послабления, но с завтрашнего дня мы указом вводим масочный режим. Обязательная норма, и это уже не желание, это обязательное условие, если вы выходите на улицу или вы заходите в общественный транспорт, вы обязательно должны быть в маске. У вас обязательно должно быть дезсредство для обработки рук. Либо перчатки, либо дезсредства. Это требования, за которые действительно будут уже наказывать. И если вы пренебрегаете этим, то вы подвергаете опасности и себя, и окружающих. Поэтому здесь, уважаемые жители, нужно понимать это требование и относиться к этому с абсолютной ответственностью. Еще раз говорю, что мы пошли на достаточно серьезные изменения режима самоизоляции. И мы понимаем, что кто-то из вас уедет на дачу на несколько дней, а кто-то вынужден, у кого просто нет там дачного домика, кто-то будет вынужден возвращаться каждый день обратно в город, к месту постоянного проживания. И вот здесь обязательно масочный режим и обязательно обработка рук в общественном транспорте. Ну, я думаю, что на сегодня информации достаточно. Я хочу пожелать, конечно же, наступающим завтра очень хороший, красивый первомайские дни, праздник труда, праздник мира. Поэтому пожелать вам, конечно же, чтобы как можно быстрее мы победили эту инфекцию и уже в будущем действительно такие праздники встречали вместе, как это, в общем, всегда это было, в компаниях, дружно. Но сегодня настаиваю на том, чтобы это было, как я и говорил, только в узком кругу. Всего вам доброго, до завтра, будьте здоровы!